Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Ананьева. Здравствуйте. На календаре среда, 10 января. Сегодня на ВДНХ развернет свою экспозицию Министерство культуры Чувашии. В течение 3 недель на площадке региона учреждения культуры нашей республики будут предлагать посетителям выставки различные активности. Желающих научить чувашской вышивке, расскажут о секретах создания национальных головных уборов и костюмов. Дадут мастер-классы по хореографии, кукловождению и гриму. Добавлю, в дни культурных недель республики на ВДНХ можно будет увидеть выступления чувашских артистов и музыкантов, поучаствовать в обрядовых интерактивных программах и поэтических баттлах. Для гостей, которые будут приходить к нам, у нас подготовлены интересные творческие номера, различные мастер-классы от музеев, библиотек. Приходите, мы вас всех ждем. На выставке «Россия» в Москве сегодня будет работать и наша съемочная группа. Подробности в следующих информационных выпусках. А пока к другой теме. Чувашия занимает первое место среди регионов России по охвату детей и молодежи программы «Пушкинская карта». С начала реализации проекта учреждения культуры посетили 713 тысяч юных обладателей карты. Об этом сообщили в Минкультуре Республики. В программе «Пушкинская карта» участвуют 98 учреждений культуры Чувашии. Отмечу, наибольшей популярностью у молодежи пользуется Русский драмтеатр и Чувашский национальный музей. В театрах для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет проводятся целевые показы спектаклей и концертных программ. Музеи предлагают не только посмотреть экспозиции и выставки. Можно также участвовать в мастер-классах, играх, квестах, послушать лекции. Библиотеки для школьников и студентов готовят квизы, турниры, занятия, тренинги, викторины. Одним из успешных проектов в прошлом году стала выставка «Три шедевра Левитана» в Чувашии. За 2 месяца экспозицию в художественном музее посетили 11 тысяч жителей и гостей столицы республики. В Чебоксарах в культурно-выставочном центре «Радуга» завершается подготовка к старту проекта «Параллельные миры поэтического искусства». Поэма «Нарспи», написанная 17-летним Константином Ивановым, придет к тем, кто сейчас учится в школе, и будет озвучена не только на русском и чувашском языках, но и заговорит на языке картины и музыки. И впервые в Чувашии на современном цифровом языке. Зрители смогут погрузиться в мир поэмы и ощутить эффект присутствия благодаря технологии Digital Art генеративной графики. В нашем выставочном зале любой посетитель сможет использовать свои руки вместо кисти и раскрасить картину так, как ему хочется. Морозные дни – суровые испытания не только для людей, но и для пернатых обитателей парков и скверов. С приходом холодов они нуждаются в нашей помощи. Именно поэтому Государственный центр по охране культурного наследия запускает акцию «Накормите птиц зимой». Зима – трудное время года для птиц, в основном из-за отсутствия пищи. Естественных кормов, которые можно добыть в природе, сейчас мало. Для многих жителей республики мастерить кормушки и кормить зимой воробьев и синиц уже стало доброй традицией. Главная цель проводимой акции – привлечь к защите братьев наших меньших как можно больше людей. Сделать домики для птиц можно из любого подручного материала. Единственное требование – чтобы они были не слишком яркие. Это может испугать пернатых. Ежегодно в акции участвуют школы и детские сады. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе делать добрые дела. Таковы вести к этому часу. Отличного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».